Оскар молодец! Привет, телезрители! Добрый день, ребята! А у нас под ногами хрустит нарисованный снежок. А это значит, что марафон новогодней горы новостей продолжается. С новостями и событиями дня тебя будем знакомить Ульяна Листанова И Оскар Николаев. А вот что заготовили для вас наши трудолюбивые корреспонденты. Эти каникулы будут самыми снежными вместе с горой новостей. Закидаем вас не снежками, а новостями. Обрушим на вас циклон не из снежинок, а из самых волшебных сюжетов. Вспомним, чем удивил и порадовал нас год минувший, и выясним, что заготовил нам год наступивший. Будем зажигать, причем не только гирлянды на елке. Специально для горы новостей. Ну вот это теперь точно гора новостей. На календаре уже 12 января. совсем скоро Старый Новый год. История этого праздника пришла в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления. В 1918 году правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа по григорианскому. Григорианский календарь же был более точным. Его создали в 16 веке с учетом новейших знаний об устройстве Вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму в Европе получили на несколько дней раньше, чем ее отправили в Россию. Иной раз часовые пояса сбивают с толку, а тут еще даты разнятся. Так и появился необычный праздник – Старый Новый год. То есть Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. Однако праздновали Старый Новый год не так масштабно, как ночь 31 декабря на 1 января. Сейчас Старый Новый год – это скорее такой день, вернее такая ночь, после которой говорить друг другу с Новым годом как будто становится неактуально, и год из разряда новый переходит в разряд старый. Так что с Новым годом в очередной 148 раз мы говорить не будем, а посмотрим сюжет о том, как правильно ходить в музей. Обожаю музеи, хожу сюда по 2 раза в месяц. И сейчас я научу вас, как не должен себя вести добропорядочный посетитель. Посетители проходят музей без сумок, портфелей, пакетов, которые следует оставить в гардеробной комнате. Чтобы получить максимальное удовольствие от посещения музея, определите заранее, какую выставку вы хотите увидеть. Если вы решите посмотреть полностью музей за один день, то вы ничего не запомните и ничего не поймете. В музее запрещено употреблять жевательную резинку. Ханна хазайк, хандер несык. Здравствуйте, Сергей Иванович. Какое было ваше самое любимое открытие? Сложно ли работать ученым? Да, понятно. А знали ли вы башкирский язык? Хорошо, спасибо большое. Я тоже знаю. Посетители не должны шуметь, кричать и громко разговаривать в залах музея. Поход в музей будет интереснее, если удастся не только смотреть экспонаты, но и что-то о них узнать. Особенно это полезно на выставках современного искусства. Там они вызывают очень много вопросов. Для того, чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не нужно вставать перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, закончив осмотр, освободит место.
Запрещается трогать экспонаты руками, трогать и открывать витрины. Алло. Здорово. Здорово. Нормально, здесь гуляю пока. В музее смотрю. Пользоваться мобильным телефоном в музее недопустимо. После окончания просмотра не спешите уходить. Если вы пришли сюда не один, обсудите увиденное с другом. Нельзя ломать и красть экспонаты. Вот такие нехитрые правила существуют. Соблюдай их, и тогда экспонатам не придется краснеть, а картинам скручиваться в трубочки от стыда. Оскар Николаев, Исмагил Кудакаев специально для горы новостей. Все лично испробовано мной. Отличное решение. Старый Новый год, о котором мы говорим, имеет очень много традиций, о котором многие позабыли. Они все в основном связаны с приметами и гаданиями. Сейчас современные люди такое, не особо жалуют. Гадание по зайцам или запекание поросенка в печи – это все невыполнимо в нынешних реалиях. Кстати, о зайцах. Место, в котором можно увидеть, потрогать и покормить разных экзотических животных, называется зоопарк. Мы приходим домой к зверям. И что надо делать в гостях? Конечно же, надо вести себя прилично. А вы знаете, что можно и что нельзя делать в подобных местах? Мы пришли в лесное посольство, чтобы наглядно убедиться, что в любом деле есть свои правила, даже правила посещения зоопарка. Хочешь, докажу, что ты козел? Давай. Воду из миски пьешь? Нет. Рога мешают. Обижать обитателей зоопарка категорически запрещено. Если шерстяной не хочет угощаться или фотографироваться с вами, то не обижайтесь на него. Ведь у него может быть плохое настроение, или он не выспался. Вам же тоже нужен сон. Видать, это закончилось. Вроде никто не видит. Кормить зверушек и птичек, принесенным с собой кормом, однозначно не стоит. В лесном посольстве проживает более 40 видов животных и птиц. И у каждого есть свой рацион, свой режим. И самое важное правило – это чтобы всем животным было комфортно. Эх, что-то темно. О, может, так будет получше. Фотографироваться со вспышкой тоже нельзя. Слушай, Варя, у меня есть к тебе тут такое дело. Как вы поняли, лучше не стоит доставать ценные вещи в зоопарке. Синие языки из цинк. Если ты что-то не понял, то не бойся спросить у смотрителей. Они тебе все расскажут и подскажут. Это их работа. Здравствуйте, а что такое синие языки из цинк? У цинка синий язык, потому что поэтому он так наш. Если он откроет рот, это будет заметно. Спасибо. Тут чего-то не хватает. Знаю. Дарить животным свои игрушки тоже нельзя, даже если вам это очень сильно хочется. Зверята находятся под пристальным присмотром ветеринара. Они всегда ухожены и всегда здоровы. Иногда мне даже кажется, что они выглядят даже лучше, чем я. У вас же не возникает желания меня обнять или погладить, а вот их таки хочется потискать. Поедать в зоопарке сладости запрещено. Пусть даже вы не собираетесь делиться ими с обитателями. Будь воспитанным, и все потянутся, даже звери. Теперь ты знаешь, как стать ближе к природе. Но не забывай о своем человеческом обличии. С вами был Ленар Зарипов и Булат Закирьянов. Специально для горы новостей.
спасибо. А мы продолжаем рассказывать новости. А можно лучше я сыграю? Я так готовился, репетировал. Наш звукорежиссер до сих пор в шоке. Ты знаешь, в каком шоке до сих пор мои соседи и все жители района Планета? Но сейчас время чудес. Знаете, кто такой Федор Шаляпин? Что, сразу полезли в Википедию? Поэтому для нас с вами сняли документальный фильм про легендарного вокалиста. Юбилейный год Федора Ивановича Шаляпина дарит уфимцам массу культурных событий. Вот, например, известная телеведущая Оксана Федорова прилетела в башкирскую столицу, чтобы презентовать документальный фильм о нашем известном земляке. Здесь открывается мемориальная доска в память о недолгом, но ярком пребывании великого артиста в Уфе. Я Риваль Сулейманов, и я работаю на телепередачу «Гора новостей». Я хочу взять у вас интервью. Можно же, да? Конечно, Риваль. Как и где вы искали информацию для этого фильма? У нас был замечательный эксперт и сценарист Анастасия Баранова, которая нам помогала, потому что она работает и является создателем и идейным вдохновителем музея Шаляпина, который открывается в следующем году. Поэтому наш такой замечательный эксперт, который обладает глубокими познаниями и знает о Федоре Ивановиче Шаляпине, практически все. Было заметно в фильме, что вы посетили много исторических объектов, музеев, театров. Расскажите, какой вам больше всего запомнился и почему? Я думаю, что, наверное, это институт искусств, в котором выступал Федор Иванович, поскольку эти стены слышали его голос, и потому что мы его не можем представить без исполнительского искусства, без музыки. Наверное, вот так бы я ответила тебе. На обложке вашего фильма я увидела надпись, где было написано: «Мы изучаем музыкальную историю России с Оксаной Федоровой». Это значит, что вы будете снимать подобные фильмы на такую тему еще? Да, этот проект у нас уже 3-й год идет. Мы приезжаем в города России, рассказываем о музыкальной истории этих городов, о музыкальном наследии, знакомим наших детей и подростков с великими композиторами, музыкантами, поэтами, которые жили и творили в данном регионе. Вот мы сделали 10 программ о Москве, несколько программ о Санкт-Петербурге, были в Твери, были в Курске, были в Пскове, в Кисловодске, в Уфе. Но и также наш будет вояж продолжаться. Наше как много всего. Путешествие. Это точно, вот это теперь точно гора новостей. Да, я тебе полная желаю гора. Самых приятных новостей и всего самого наилучшего. Спасибо. Риваль Сулейманов. Оксана Федорова. Специально для горы новостей. Больше таких крутых премьер в 2024 году. А мы будем держать в курсе всего. С новостями и событиями дня тебя знакомили Ульяна Илистанова и Оскар Николаев. В понедельник увидимся снова в привычном формате. С Новым годом!